Мы находимся в кабинете у мэра нашего города Леонида Афанасьевича Торговкина и задаем ему ряд существенных на сегодняшний день вопросов. Леонид Афанасьевич, первый вопрос традиционный для нашего города. Все праздники, все невзгоды мы связываем с этим вопросом. Что нового в вопросе с целевыми? Добрый вечер, уважаемые нерюнгринцы. Конечно, вопрос целевых вкладов волнует нас всех с вами. И это, наверное, тема сегодня разговоров во всем городе. Что изменилось за последние сутки, полторы сутки? По крайней мере, я владею информацией такой о том, что в ходе встреч руководителей республики, Якутской республики, наше постоянное представительство, руководстве Союза страны, России, также наших народных депутатов, министра, Михаила Ивановича Щадова, буквально позавчера по московскому времени, где-то в 3 часу дня, была подписана телеграмма, в котором, содержание этой телеграммы следующее, что в первом полугодии, в первом-втором квартале будут выдаваться и 7-е, и 9-е марки «Жигулей». Это тоже, по крайней мере, большой шаг, несмотря на все трудности. Первый руководитель Союзбербанка, первый руководитель, министр торговли, товарищ Терех, Союза СССР, подписали такое распоряжение, в котором отменили ранее принятое решение. И первый-второй квартал будут выделены 7-е, 9-е марки «Жигулей». Несмотря на всю сложность положения дел со сборкой автомашин, видимо, они сказали, соберут все запасы, но такое условие выполняют. Леонид Афанасьевич, вы не считаете, что эта мера была сделана в последний момент в связи с тем, чтобы как-то стабилизировать отношения перед референдумом? То есть это в какой-то мере, грубо говоря, подачка центра? Но слово подачка может быть нет, но по крайней мере учли политическую ситуацию именно перед референдумом, связанным референдумом 17 марта. Я считаю, что это, наверное, действительно с учетом этого. Также вошли в наше с вами положение. Но несмотря на это, мы своих представителей в Москву отправляем. Мы подняли и наших коллег по несчастью, если так выразиться. Это представители золотой промышленности, алмазников, нефтяников, представители рабочих комитетов. Выехали в Москву, солидарны мы с ними. И они будут добиваться встреч на самом высшем уровне. И продолжать вопрос решать не только первого полугодия 91 года, но и всего года. То есть на сегодняшний день все, что касается целевых владельцев первого-второго квартала, могут быть уверены, а там дальше покажет время. Конечно. С 3-4. Да. Второй не менее важный вопрос для нашего города. Уже на протяжении 3-4 дней в нашем городе упорно ходит слух о денежной реформе. Что вы можете сказать по этому вопросу? Вообще вопросы реформы денег, реформы цен, они упорно ходят, циркулируют. Буквально где-то часа полтора назад было интервью по центральному телевидению первого зама товарища Ельцина Хасбулатова. Также он выступал по вопросам референдума, в котором он сказал, наверняка реформа цен, хотя это мягко сказано, повышение цен будет, но когда оно будет? Потому что сегодня определить и сказать конкретную дату, по крайней мере, я не могу, никакой официальной информации нет. Скажу более того, что позавчера буквально я связался с Якутском, где говорили о том, что ломят, вырывают двери в сберкассах. Прошел слух о том, что будут заморожены вклады личные, граждан, вроде того, что свыше 3000 все будет заморожено, а до 3, как-то приемлемо, и все бросились дробить свои вклады. И эта же волна, кстати, пришла и к нам, и сегодня Гункевич Игорь Григорьевич ходит по сберкассам и объясняет людям, что это не так, что это надумано, это слухи. Даже есть такой, казус, когда миряне получили, слух прошел правительственную телеграмму о том, что повысили цены, будет реформа денег. А на самом деле это подтверждение официально не нашло. Что я этим хочу сказать? Перед референдумом идет волна целая различных, слухов, домыслов, которые, может быть, кем-то инспирируются с целью дестабилизации политической ситуации, того, чтобы сорвать референдум. И
Наши люди, к сожалению, готовы к таким слухам, домыслам, всем ходом реформы экономической, плохим положением экономики как страны, так и республики. Сейчас уже некоторые ведущие экономисты страны говорят, что уровень производства страны упал до уровня 1966 года. И такое же положение, к сожалению, в нашей республике. Поэтому Совет министров нашей республики во вторник, в среду проводит совещание первых руководителей, представителей советов, связанных, как-то стабилизировать, удержать падение, снижение уровня производства, в целом экономики республики, каких-то, договорных взаимопоставок. Все это рушится и ломается. Поэтому, конечно, наши люди сейчас верят всему, что бы ни прошло. Даже вот хлеб. Хорошо, вы нам помогаете. Сейчас вот я знаю, в вашей программе будет репортаж из хлебозавода. Ходят слухи о том, что нет муки. Люди закупают. 1,5 раза больше объема хлеба ежедневно мы выпекаем, а он как в прорву уходит, вечером его нет. Ходят слухи о том, что пустили винную линию, и все работники хлебозавода пьяные ходят и хлеб не выпекают. Понимаете? И всему этому верим мы с вами. То есть у нас плохие слухи ложатся на подготовленную почву, Да. а хорошим слухам люди просто не верят. Просто не верят. Виктор Афанасьевич, в преддверии референдума, может быть, есть какие-то городские проблемы, о которых хотели бы вы сказать в сегодняшней нашей встрече? Но в преддверии референдума я прежде всего хотел бы сказать, что референдум показал, подготовка к референдуму показывает о том, что в нашем обществе зреют и взрастают новые политические партии, новые политические группы, силы, которые ведут свою работу, направленную на достижение тех или иных целей, которые поставлены перед ними. Например, в последнее время активизировалась Демократическая партия России, и вы, уважаемые горожане, видите на остановках города расклеены плакаты, в котором, если так выразиться, где Ельцину да, Союзу нет. И сегодня прошел митинг возле 40-летия, ДК 40-летия Победы, в котором приняло участие около 200 человек, выступило человек 15, в том числе и первый секретарь городского комитета партии. В целом митинг прошел организованно, я считаю, оно явление времени, здесь ничего страшного нет, оно действительно так. И люди высказывают свое мнение, свою позицию. Поэтому я хотел бы просто сказать, и ваши, экспресс-исследования, и наши встречи трудовых коллективов показывают, что многие, к сожалению, инертны, безразлично относятся к этому референдуму. Если их спрашивают, вы за Союз? Да, за Союз. А пойдете голосовать? Нет, не пойду голосовать. Поэтому я хотел бы просто, пользуясь случаем, призвать нерюнгринцев завтра пойти на избирательные участки и выразить свое отношение к вопросу о Союзе, к вопросу о президенте России. И здесь я, как депутат Якутской Саха-Республики, хотел бы подчеркнуть, что руководство республики не препятствовало с самого начала проведению референдума, российского референдума. Хотя многие пытаются представить так, о том, что есть какое-то сопротивление, есть какие-то, деструктивные силы, пытающиеся сорвать российский референдум. Это не так. Референдум должен быть, народ должен высказать свою позицию, свое мнение. Главное прийти и выразить свое отношение к делу. Леонид Афанасьевич, идя сегодня на встречу с вами, мы захватили с собой письмо, которое буквально вчера пришло в нашу студию, в программу ДВН от товарища Волкова, видимо, нашего телезрителя. Вот оно адресовано вам о референдуме Торговкина. Я зачитаю, оно буквально небольшое. Если на первый вопрос о сохранении СССР я отвечу «да», как большинство, даст ли мое «да» право Горбачеву расстреливать несогласных непримиринцев? Если отвечу «нет», то Якутия разорвет дипломатические отношения с Россией, как говорит Истерлен, и я потеряю пенсию. Не лучше ли вообще не голосовать, а по этому вопросу, а поставить первый вопрос, доверять ли Горбачеву и нынешнему правительству? Да или нет? И вот тут просит товарищ Волков зачитать статью из аргументов и фактов, я думаю, многие читали, нет нужды. Как вот вы ответите на такое? Я, во-первых, хотел бы разделить на два подвопроса. Первый вопрос.
Почему-то многие наши горожане связывают вопросы референдума и Российского Союза с конкретными личностями. С Ельциным и с Горбачевым. Но ведь это люди, которые придут, уйдут завтра, послезавтра могут уйти. Но вопрос, быть союзу или не быть, это же принципиальный вопрос. Будет Горбачев работать, не будет работать. Значит, поэтому важно, чтобы отношение людей не конкретно к президенту Горбачеву было, а именно к принципиальной позиции, быть союзу или не быть союзом. По президентству российскому тоже, ведь если даже мы с вами решим, что будет президентство в России, то он должен быть избран всенародно. В итоге выборов, может быть, станет президентом не Ельцин, придет кто-то другой, и мы отдадим предпочтение. И, кстати говоря, вообще сейчас зреет у большинства членов нашего общества о том, что ни Ельцин, ни Горбачев сегодня не устраивает. Нужны новые люди, другие личности. Наверное, это тоже какая-то группа людей, значит, с таким мнением может быть. Поэтому важно прийти и высказать свое отношение именно принципиально. Быть союзом или не быть, или быть президентом или не связано конкретно с Ельциным или с Горбачевым. А в отношении того, что выражать доверие, недоверие Горбачеву, то я думаю, что если будет обновленный союз, то и президента мы должны выбирать все вместе, всенародно, а не там, как был избран Михаил Сергеевич, только самим Верховным Советом, небольшим кругом депутатов. Поэтому я думаю, это письмо, значит, уважаемого товарища Волкова, оно, конечно, выражает его тревогу, его обеспокоенность. Поэтому я думаю, что Горбачев-то все равно расстреливать не будет людей, хотя бы даже пока он будет президентом. Такого быть не может. А то, что Россия расторгнет, то есть Якутия выйдет из состава России или не выйдет из состава России, ну, сейчас об этом говорить просто, наверное, преждевременно. И до сего дня, по крайней мере, сессия Верховного Совета Якутской Сахары СССР официально заявила, что оно в составе Российской Федерации и подчиняется законам России. Я, как говорил, мы с вами проводим российский референдум, так как он принят Верховным Подводя итог Верховного Совета. нашей сегодняшней беседы, я хотел бы задать вам последний вопрос. Как лично вы относитесь к сохранению Союза и введению президентской власти в Российской Федерации? Ну, мое субъективное мнение личное, конечно, я за Союз, потому что я якутянин. Якутия выросла и стала индустриальной и промышленной республикой, которая сегодня приобрела статус государственного благодаря именно усилиям союзных республик и прежде всего Российской Федерации. Это мы подчеркиваем всегда, и это мы осознаем. Именно благодаря помощи других союзных республик и прежде всего России Якутия могла добиться вот таких успехов. Поэтому я стою за Союз. Если говорить о моем отношении к президентству в России, то здесь у меня сомнения. Конечно же, Россия – это республика, вокруг которой группируются все другие республики. И Россия – это цементирующее начало. И оно, как государство, должно быть сильным, суверенным, самостоятельным. Поэтому казалось бы, что нужен президент России, глава государства. Но с другой стороны, учитывая специфику Российской Федерации, я должен сказать, что ведь в состав России входит очень много бывших автономных образований, которые сейчас стали союзными, суверенными республиками. Образовались новые автономные республики, национальные округа. И тогда может статься, что внутри России появятся еще другие президенты. Допустим, президент Якутской Сахары СССР, президент Башкирской ССР, Татарстана, то в нашей стране, как-то мы сидя подсчитывали, будет около 46-47 президентов. Наверное, это единственная страна в мире будет, в которой будет столько президентов. Оказалось бы, если есть союз, значит государство как таковое, то должен быть глава-то один президент, а все остальные подчинятся этому президенту. Тогда будет порядок, тогда будет какая-то структура. Поэтому я бы считал, что я буду против президентства в России сегодня. Ну что ж, как говорится, время покажет. Завтрашний день, наверное, внесет ясность в определенные вопросы. А на этом мы прощаемся с нашими телезрителями.
До свидания. Всего доброго.